В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нюргуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Мост через реку Лену в Якутии может стать началом нового амбициозного проекта, связанного с формированием транспортного коридора Иркутск-Колыма. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов. Мы видим, что мост может стать началом следующего более амбициозного проекта, связанного с формированием транспортного коридора Иркутск-Колыма, Иркутск-Магадан. Потому что федеральная трасса Вилюй может быть продолжена за Мирный и может быть доведена до Иркутска. Этот проект мы будем предлагать на среднесрочную перспективу, и для него мост как раз является основой. А ведь этот проект может дать реально системный эффект, потому что он свяжет Иркутск, нефтегазоносные районы Иркутской области и Республики Саха-Якутия через Якутск, через Якутский мост дальше в порты Магадана и на Колыму. И это принципиально новый, по сути, транспортный коридор автомобильный по северной широте. Именно на этом решении будем настаивать. Но сейчас у нас есть определенное понимание по техническим решениям. Мы готовим уже конкурсное задание для того, чтобы на разработку технического задания и проектных решений. И главное для нас определиться с финансированием, как будет выстроена схема. Владимир Солодов также подчеркнул, что мост является ключевым и знаковым проектом, над которым сейчас работает правительство республики. Якутия представит проект моста через Лену на полях Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в период с 11 по 13 сентября. Правительство ориентировано на подписание соглашения о строительстве моста. У меня буквально уже на следующей неделе встречи с рядом потенциальных партнеров, концессионеров, проектировщиков начнутся. И мы надеемся, что на Восточном экономическом форуме, во-первых, мы сможем презентовать наш проект уже руководству страны и показать наши проекты и конкретные решения, а во-вторых, договориться уже о конкретных конфигурациях с конкретными партнерами по тому, как проект будет реализован. Международное рейтинговое агентство CNP Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании «Алроса». Агентство отмечает положительные тенденции на алмазно-бриллиантовом рынке, устойчиво высокий уровень рентабельности бизнеса «Алроса», лидирующее положение в глобальной отрасли, значительное улучшение финансовой устойчивости, а также последовательное повышение компании операционной эффективности и развития ключевого бизнеса. Низкий уровень долговой нагрузки и строгий контроль над затратами позволяют компании обеспечивать положительный денежный поток для развития ключевого бизнеса, обеспечения финансовой устойчивости и выплат дивидендов акционерам. Для поддержки комфортного уровня долговой нагрузки мы планируем сохранять показатель, сказал заместитель генерального директора «Алроса» Алексей Филипповский. Строительство железной дороги в Нижнем Бестяхе завершится до конца этого года. Генеральный подрядчик железной дороги Якутии приступил к завершающим работам. Из федерального бюджета на эти цели выделено 1,9 миллиардов рублей. У нас есть полная уверенность в том, что к концу года полностью должно быть открыто как грузовое, так и пассажирское сообщение. Железнодорожный узел в будущем станет основой для развития Нижнего Бестяха как транспортно-логистического центра республики и всего северо-востока страны, сказал в РИА главы Якутии Айсен Николаев, посетив объекты железнодорожной станции в Нижнем Бестяхе. Программу льготного автокредитования продлили до 2020 года. На все время действия программы заложено 15 миллиардов рублей. В 2018 году с помощью такого механизма предполагается продать 45 тысяч машин. Также для жителей Дальнего Востока до 25% увеличен размер скидки на выплату первого взноса по кредиту. Валовой внутренний продукт России во втором квартале вырос на 2%. В частности, выросли инвестиции. Центробанк ожидает роста ВВП на 2% также в третьем и четвертом кварталах. Как говорят эксперты, на рост оборота розничной торговли подействовал чемпионат мира по футболу, который проходил в России с июня по июль. Росту спроса также способствовала стабильная ситуация на рынке труда. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.